Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем у вас будет неожиданная встреча? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок, и пусть нужная и важная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, какое сердце с вашей стороны. А здесь не просто встреча. Здесь праздник, удовольствие и радость. Вы встретите того, кто в вашем сердце находится. Вы, конечно, у меня все разные. У кого-то есть эмоции, чувства, интерес к какому-то мужчине. У кого-то неразделенная любовь может присутствовать. У кого-то, в принципе, родной человек, да, кого вы любите. Но вот мне идет встреча, от которой сердце запоет. Вот представляете уровень эмоций? У вас сердце запоет, так бешено застучит. И вот этот прилив счастья вы прям ощутите, прям радость сердечко упадет. Видите, вот оно сердце, и оно такое прям все такое окрыленное, счастливое сердце. Встреча идет именно с этим человеком. И еще смотрите, как показано, на комете сердце летит. То есть настолько все неожиданно случится. Ну вот представьте, падающая комета, красивая, яркая, очень быстро летит по небу. И у вас так встреча произойдет. А у кого-то вообще отыграется. Вы на звездочку загадаете, которая с неба падает, и буквально встреча там на следующий день произойдет, либо в течение нескольких дней произойдет. Но вот сердце радостью наполнится. Вы встретите того, кто уже есть в вашем сердце, но почему-то на эту встречу вы не рассчитываете. А может, вы поссорились, да? Может, вы поссорились с любимым, и он такой сказал вам: не приду мириться, вообще все, да, надоело. Там надо взять паузу, еще что-то там рассказал такое негативное, и вы опечалились, и сердце болит. Вот вы его не ждете, а он возьмет и придет. Придет и скажет: ну-ка давай мириться. Вот не могу я без тебя, вот люблю я тебя. Вот прям невкусно, не сладко. Ни спать, ни есть не могу. Вот ты мне нужна. Да, работать не могу, сосредоточиться не могу. Вот хочу с тобой быть. Но от этой встречи у вас сердце прям, радостью наполнится здесь 100%. Для вас как мечта даже исполнится. Может, вы мечтаете каждый день об этом человеке, представляете, думаете, где он, как он, что у него ко мне. Может, как я уже говорила, родной это ваш человек, и вы очень сильно переживаете, да, думаете, как там моя мамочка, как там, кто-нибудь, ребенок, да, например. Вот встреча у вас точно будет. Будет, и сердце ваше порадуется. В тот срок, который вы загадали, встреча у вас будет. Так, еще одну встречу у вас вижу. Но тут больше встреча похожа на встреча с прошлым. Причем я не могу сказать, что прошлое какое-то плохое было. Здесь вот человек очень сильно изменился с того времени, когда вы с ним виделись в последний, в крайний раз. Возможно, прошло действительно там много месяцев, либо много лет, либо много десятков лет. Да, может, это вот в школе вы в школе общались, а может, в университете общались. Может быть, где-то вот вы на каникулах отдыхали, когда были очень юной, вот, и с этим парнем познакомились. То есть это встреча через время, через пространство. Мужчина, которого вы даже и не узнаете. Нет, что-то знакомое будет в его лице, скорее всего, либо в голосе. Но так, чтобы прям вспомнить его, возможно, и не вспомните. А вот он вас сразу вспомнит. И еще, знаете, я вам так скажу, если мужчина сразу вспомнит, это вам 100% верняк, что он за вами следил в интернете, что он вас нашел в интернете, что он очень многое про вас знает. Просто он очень скромно себя будет вести, он вам об этом сразу не скажет. Ну, потому что, да, вот если вы там 20 лет друг друга не видели, вы-то его не узнаете, а он сразу, вот видите, вас узнал, да.
Вот, он следил за вами, он следил, скорее всего, в интернете следил, либо следил глазами других людей, да, возможно, собирал у вас информацию, возможно, есть кто-то, кто сливал информацию о вас, плюс там могли показывать фотографии, запросто могло быть такое. Но встреча очень приятная, очень теплая, я вижу, что вы как-то вот пообщаетесь, как будто бы в прошлое окунетесь, в беззаботное, светлое прошлое окунетесь. У вас к этому мужчине нет каких-то негативных эмоций, негативных ассоциаций. Наоборот, он вам напоминает время вот света, добра, любви, каких-то там эмоций, надежд. Да, вот когда вы прям не видели горечь этого мира, а наоборот, были уверены, что все прям чудесно, волшебно, там розовые эти единороги, как радуги везде, и все, что задумал, все исполнится. Слушайте, ну вы прям с ним задержитесь. Вы где-то с ним столкнетесь, начнете разговор, а потом вы куда-то можете переместиться, допустим, там в кафешку зайти, либо в ресторанчик зайти. Вот прям общаетесь, потеряете счет времени, потому что будет очень интересно. Вы будете вспоминать прошлое, прошлое в целом, прошлое, которое было между вами, прошлых знакомых, там, кто кем стал, кто там на ком женился, у кого сколько детей родилось, кто куда уехал, переехал, вернулся, купил. Да, очень такой вот разговор обо всем у вас идет. Потерять можете счет времени. Но, тем не менее, разговор очень интересный, и вы прям душой отдыхаете в этом разговоре. Ну, явно вам все это понравится. Вот единственное, что мужчина, он все время будет пытаться что-то сказать и тухнуть сразу. Да? Вот вы видите, что он хочет что-то сказать, но он не решается, он не может из себя вот выдавить эти слова. Странно будет вести себя. Ну, вы о чем-то договоритесь, там, не знаю, созвониться, переписываться, вместе встретиться, куда-то вместе съездить, сходить, да, о чем-то вы договоритесь. Я думаю, еще будут встречи. Эта встреча, ну, как и не крайняя вовсе. Какое-то общение между вами точно начнется. Достаточно теплое, позитивное. Не любовное с вашей стороны, с мужчиной стороны. Скорее всего, любовная, с вашей нет, но тем не менее, вот что есть, то есть. Дальше, еще неожиданная встреча. О, вот это интересно, вот такого я давно уже не видела. Сейчас объясню, что это. Смотрите, вы встретитесь с больным человеком. Человек, который будет, ну, просто вот в пресмертном каком-то состоянии. Ну, по крайней мере, человек будет говорить, вот чувствую, что сейчас помру. Вот настолько мне плохо, настолько вот сил нет, там, то ли простуда какая-то, грипп может быть там что-то еще, там, да, какая-то хроническая болячка там воспалилась до немыслимых пределов, да, может быть, еще что-то происходит. То есть очень больной человек, на которого без слез не взглянешь. Это может быть как и мужчина, так и женщина. Но мне больше идет, что это женщина. Вот если вы женщина, смотрите мою отсыпку, то вы встретите больную женщину. Если вы мужчина, который зашел на мою отсыпку, тогда вы встретите больного мужчину. Я вам так скажу, вот эта встреча, она не просто так происходит. И тот, кто будет болен, он болен, либо она больна не просто так. Это откат. Это откат за зависть, за злобу, за какие-то козни, за какие-то злодеяния. Буквально вы встретите своего недоброжелателя, вы встретите врага. То есть если вы знаете, что этот человек вам недоброжелатель, вы увидите, что человек просто вот разваливается на части. Если вы не знаете, кто ваш враг, недоброжелатель, вы точно встретите того, кто будет очень сильно болен. И это прям вам вот такой, знаете, указательный знак. Этот человек получил откат, а вам его показывают, ее показывают, да, чтобы вы увидели, да, что с человеком происходит, как человека наказали. Человек вам желал плохого, человек вам делал плохое, но пошел откат, и этот человек получил свое. Поэтому в такой ужасной форме, в таком ужасном состоянии будет находиться эта женщина, либо этот мужчина. За зло свое этот человек наказан. Я вам даже больше скажу, этот человек еще долго будет болеть. И
Даже если вы простите, даже если там высшие силы простят, все равно не скоро еще выкарабкается из своих болячек. Прям, ну, несколько месяцев может болеть человек. Даже могут госпитализировать, даже могут быть даже какие-то, ну, вот прям врачебные эти вмешательства могут быть, да, вот прям долго будет болеть, много денег потратит, много нервов потратит, но это все откат. Откат, потому что человек вам желал, либо делал зло. У вас сильная защита, у вас 3 круга защиты, я вижу, и все 3 круга сработали, зло не подпустили. Ну, либо, может, вы там ощутили, как такой легкий этот, как толкнули вас, да, вот немножко. Вот, и обратка пошла, откат пошел, и вы этого человека встретите. Вот так вот, мои хорошие. Не спешите жалеть тех, кто болеет. Скорее всего, эти люди желали вам зла, вредили, козни строили. Но теперь вот за зло расплачиваются, и вот это откат в чистом виде, да. Так что увидите, лицо своего врага вы увидите. Ну, кто-то знакомое лицо увидит, а кто-то не поймет сразу. Но вот вам отсыпочка подсказывает, песок подсказывает. Дальше, мои хорошие, с левой стороны показана встреча. Но это не про личную жизнь, это больше похоже про какой-то интерес. Профессионал, да, человек профессионал своего дела. Ну, допустим, это профессиональный юрист, это профессиональный медик, да, вот человек специалист по определенным состояниям, да, как светило науки, человек, который там от и до знает свою тему. У кого-то это будет мастер там по ремонту, допустим, да, вот чудо-строитель, чудо-ремонтник. Встреча с таким человеком. Но вас тут предупреждают, что да, человек за свои знания, за свой талант берет дорого, дороже, чем другие. Вот. Но с другой стороны, все, что вы будете вкладывать, да, то есть любая, каждая копеечка, которую вы заплатите, она вам этим профессионализмом вернется. То есть вы не пожалеете, вы никогда не пожалеете, что вы эти деньги потратили. Потому что вы их тратите, например, чтобы сделать ремонт, да, потому что вам там жить, потому что у вас должно быть все там, знаете, сделано хотя бы лет на 10, да, чтобы вот голова не болела, чтобы не сыпалась на голову. Либо если это доктор, то человек вас действительно вылечит, на ноги поставит, разберется со всеми вашими болячками, определит, в чем проблема и как из нее выходить. То есть здоровье поправить. И если это какой-то юрист, либо другой специалист, но это человек дока в своем деле, и деньги свои он отрабатывает, и на все 100 отрабатывает, вы точно не пожалеете. Вот прям не будет такого, что «Ой, я столько денег заплатила, а может нужно было найти подешевле». Нет, нет, такого точно не будет. Вот прям не пожалеете. Вам даже захочется больше дать. Знаете, как это, комиссия или как это называется? Чаевые, да, вот чаевые захочется дать. Но вы не давайте. Если не просят, не давайте. Ну, не обижайте этого специалиста. Вот такого специалиста вам посылают, буквально небеса посылают. Скорее всего, вам нужен был такой специалист. Скорее всего, вы его искали, либо ее искали. И вам небеса пошлют. Но стоит денег, да? К сожалению, не бесплатно. Но все деньги у вас 100% окупятся. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.